Большой скандал с таджиками уже в Молдове. Никто не ожидал такого развития событий. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Премьер-министр Молдовы сообщил, что стрельбу в Кишиневском международном аэропорту, в результате которой погибли 2 человека, открыл 43-летний гражданин Таджикистана. Дарин Ричан на своей фейсбуковой странице 30 июня написал, что таджикистанец застрелил сотрудника пограничной полиции, а также сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции. Глава правительства Молдовы сообщил также, что еще один человек, пассажир, был ранен и сейчас находится под наблюдением врачей. Сообщается, что нападавший прилетел в Кишинев рейсом из Турции, его имя не уточняется. Агентство Associated Press пишет, что перед инцидентом мужчину должны были депортировать из Молдовы. Во время сопровождения в зал ожидания для депортации он отобрал пистолет у сотрудника пограничной полиции и начал стрельбу, отмечает агентство. Власти Молдовы заявили, что гражданину Таджикистана было отказано во въезде в страну по соображениям безопасности. По сообщениям, в ходе спецоперации преступник был ранен и задержан. Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования близким погибших. Она заявила, что после инцидента введен режим повышенной готовности в государственных учреждениях, а полиция и сотрудники других правоохранительных органов мобилизованы по всей стране. Министерство внутренних дел Молдовы заявило, что сотрудник пограничной полиции и сотрудник службы безопасности аэропорта погибли при исполнении своих обязанностей. Преступник будет привлечен к уголовной ответственности. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело, говорится в заявлении правоохранительного ведомства. Местные СМИ сообщили, что Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по части 4 статьи 278 Уголовного кодекса за террористический акт, совершенным с убийством нескольких человек. Как вы относитесь к такой ситуации? Почему, как вы думаете, стрельбу открыл таджик? А Генеральная прокуратура Таджикистана заявила, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин причастен к исчезновению замглавы Орионбанка Шухрата Исматулоева. В сообщении ведомства отмечается, что задержанный после стрельбы гражданин Таджикистана Рустам Ашуров является одним из участников организованной группировки, которая похитила банкира. После совершения преступления Ашуров улетел в Турцию, а оттуда в Кишинев, где его пытались задержать, а он устроил стрельбу и убил 2 человек, говорится в сообщении прокуратуры. Также прокуратура сообщает, что при задержании Ашуров был ранен. Ведомство называет Ашурова жителем Душанбе 1980 года рождения. Других подробностей в сообщении нет. Между тем, как сообщает Focus.ua со ссылкой на телеграм-канал, 43-летний мужчина, который устроил стрельбу в аэропорту Кишинева 30 июня, разыскивался Интерполом за убийство влиятельного человека. Сообщается, что у Рустама Ашурова двойное гражданство Таджикистана и России. Также отмечается, что во время инцидента его сопровождали 2 мужчин, которые сейчас в розыске. Местная полиция приведена в боевую готовность. Сотрудник посольства Таджикистана в Киеве, которое представляет интересы нашей страны и в Молдове, сообщил ТАСС, отметили, что диппредставительство проинформировано об инциденте со стрельбой в аэропорту Кишинева и уточняет информацию о нападавшем. Нас проинформировали о трагедии в аэропорту Кишинева. В настоящее время мы уточняем информацию о гражданине, который задержан. Подробности сообщим, сказал представитель посольства. Прокуратура Молдовы сообщила, что возбудила дело о теракте. Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну заявил, что злоумышленнику за двойное убийство грозит пожизненное заключение. Как вы думаете, достаточно ли это наказание? И кто должен его исполнять, Таджикистан или Молдова? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.